Шановне господарство, добрый вечер. Рад вас усіх бачыць. У меня был холостой выход. Я зараз 3 хвіліны распрагался, а трансляцыя не шла, а я думал, што яна ішла. Ну што ж, я з задавальненнем яшчэ раз поздарокаюся з вами і яшчэ раз поприветствую вас у штотыднёвай праграме, якая носіць вельмі, я бы сказал, філасофскую назву, вельмі глыбокую, з глыбокім смыслам, а может нават і не аднім. Света, что ты несешь. Ну, мы все знаем, что люди бывают разные, великие, маленькие. У маленьких людей маленькие клопоты, у великих великие. И, конечно, коли параўноўваць вельмі глыбокую, з глыбокім смыслам, крыж а может нават і не у аднім, калі Света, что ты параўноўваць несешь? Ну, крыж, мы знаем, что напрыклад, мой люди ці Віталя бывают Кондратенка з разные, крыжом великие, маленькие, у наших маленьких людей прадстаўнікоў, маленькие гэта клопоты, у великих вещи великие. И, конечно, несумяшальныя коли і не параўноўваць параўнальныя. глыбокую, Паважанае господарство, хотел бы вас попросить, коли вам не складана, дайте обраточку, напишите, як чутно, і тады мы ўжо пачнем усур'ёз разбіраць падзеі мінулага тыдня, паважанае господарство, якія попросить, коли вам не складана, произвели на нас впечатление, звук дублируется, а зараз и тады мы уже прям зараз дублируется. Ну, блин, я в шоке, ребята, я просто в шоке. Что значит плюс? Дублируется или нет? Потому что, ну, все у меня настроено, все четко. Сегодня целый день звук настраивал, значит, свой этот канал с другом, сидели целый день. Напишите, калі ласка, яшчэ, чтобы мы уже ведали, потому что як что-то мы... Гук добрый, добрый вечер. Добрый гук. Хо-хо, сябры. Гэта цудоўна, што гук добры. Ну і тады мы распачынаем. Живе Беларусь! Разом мы пераможем! Со святом, Беларусь и белорусы! Новую Конституцию мы напишем без тебя, самозванец! Сённяшні дзень Конституции, и, конечно, хочется поздравить самого нашего галоўнага специалиста по Конституции Анатолия Лябедька с ягоным профессийным святом. Ён уже столькі гадоў піша Конституцию, вось, и нават уже недзе провёл, бачыце, гэтае свята. Люди вышли со сцягамі, прайшліся по улицам. Ну, все. Ну, и тем больше, таксама добрая навіна, уже у нас ёсць предводитель или прадстаўнік по правапарадку, ягоны аднапартыец спадар Мікалай Козлоў. Вось, так что, сябры, раю вам тую Конституцию, якую написал Анатолий Лябедька, не парушаць. Потому что Мікалай Козлоў чалавек суворы. Люстрацыя будзе неадкладна і вельмі хутка. Так, ну что, пачынаем, сябры. Все ж таки я яшчэ раз праверу гэты гук. Все, ну, вроде нормальные у вас комментары. Паважанае гаспадарства, перад тым, як у нашу студию войдзе ці ўляціць, ці ворвецца Віталь, я хочу поднять одну тему, якая зачапіла мяне непасрэдна. Я не буду гэтага хаваць. І я ведаю, што яна как бы хвалюе шмат каго. Гэтую тэму не падымаюць ні блогеры, ні СМІ. Вось, я маю, ну, незалежныя, конечно, я ж про незалежных кажу. Залежныя это зразумела, чаму не падымаюць, но незалежныя не падымаюць. Я маю пад увагай медицинскую дапамогу былым палітвязням у эміграцыі. Фонды існуюць, МГФ працуе, праграмы ёсць, але часам узнікае адчуванне, што няма зразумелай дапамогі. Хаця, можа, гэта і не адчуванне, можа, гэта рэал-палітык, як любіць казаць наш галоўны дарадца, да? Вось, можа, сістэмы насамрэч наўпрост няма.
Зараз без эмоцый, просто факты. Моя гісторыя, значыцца, звярнуўся я у сумна вядомы Buy Help. Значыць, усхвалілі яны мне лячэнне зубоў. Вось. Всё сагласаваў з імі, нігдзе не спазніўся. Вось. Ну, по факту вы знаеце, што здарылася са спадаром Лявончыкам, хаця сёння ён быў на эфіры у Кабанова, якому уставілі зубы за 10 000 даляраў. Я не ведаю, можа, Кабанаў яго для гэтага запрасіў, не ведаю. Вось, я звярнуўся ў арганізацыю, я думаў, што можа гэта, ну, как бы пераемнікі, да, лекавід. І высветлілася, што я ўжо туды не падыходжу, што там надо, чтоб я з тюрягі выйшаў у 23-м годзе, а я выйшаў за 2 недзелі да 23-го года. Вось. І, паважанае гаспадарства, можа, я нагнетаю сітуэйшн. Я вас вельмі прашу, калі вы ведаеце такія праграмы, паведаміце мяне. Ну, паведаміце з куфа. Ну, трэба падлячыць, паўставляць там пару біўней. Вось. Ну, насамрэч жа праблема не ў тым, што камусьці дапамагаюць. Это вельмі добра. Это вельмі добра. І я вельмі рад, што працуюць і што палізняволеным, якія вяртаюцца з канцлагерэй Аляксандра Рыгоравіча, што ім дапамагаюць. Вось. На мой погляд, праблема ў тым, што няма правілаў, няма засадаў. Як то бок вообще не зразумела. Такое адчуванне, што гэта такая рандомная рэч. Каму паможам, таму не паможам. Хто гэта вырашае? А я вообще трапіў паміж двух міроў. Як так? Незразумела. Вось. Я знаю, што людзі публічна аб гэтым не вельмі хочуць казаць. Я ўжо знайшоў пару чалавек. Вось. І я думаю, што калі мы не будзем задаваць гэтыя пытанні, нам дакладна не памогуць. Бо ж некаторыя думаюць: не, я лучше не буду нічога казаць, то можа мне дапамогуць. Не, сябры, нічым нікаму не дапамогуць. Вось, давайте адкрыта, калі гэта праблема існуе, згуртуемся. Мне не абавязкова там ведаць ваше, в смысле, мне не абавязкова вас паказваць. Мне только трэба ведаць, што вы рэальныя людзі. Мы падрыхтуем как бы матэрыялы і будзем шукаць нашыя зубы. А то можа нашыя зубы ўставіць какому-нибудь сябрушку. Самі ведаеце каго, да, а мы будзем без зубоў хадзіць. А гэта неправільна. Потому што што? Потому што гэтыя грошы выдзелены на палітзняволеных. Былых палітзняволеных. Вот. Для сябе я шчыра кажу так. За новую Беларусь печаль. Помните, як у гэтым фільме «Белое солнце пустыни»? За дзяржаву абідна, за новую дзяржаву. Пашпарт новы ёсць. Ёсць міністры, ўсё ёсць. А тут такая неразберыха. Вось. Ну, давайте паспрабуем разам тады разабрацца, як працуе гэтая сістэма дапамогі. Вось. Віталь, заходь. Включай микрофон, заходи. Только чамусьці у тебе меня нема, но я зараз тебя хутенько выведу. Тут же не проблема. Тут же не проблема. Ось так, чик-чирик. Ну, тебе не сказывать дел по... У тебя, видимо, есть еще один какой-то захват одного аудио, который надо выключить. У тебя состоялся еще один эфир с блогером Пауком, где тебе было сказано по поводу того, что, ну, если у тебя есть время заниматься их, по сути, махинациями, это я своими словами говорю, значит, ты мало работаешь, понимаешь? Так вот, ты хочешь, чтобы тебе сделали зубы, а у них в задачах состоит сделать так, чтобы ты не добился никакого финансирования, обрезать тебе максимально помощь от твоей аудитории. Я 6 лет с этим воюю, за 6 лет я тебе могу сказать, они то же самое проворачивали и со мной. Чтобы у тебя, ну, чтобы ты думал, как себе зубы сделать.
и так далее и тому подобное. Поэтому они тебе помогать в этом плане не будут. И это направлено на то, чтобы ты думал, как тебе там, говоря, заработать вот этих вот 10 тысяч долларов для того, чтобы сделать себе зубы, а в этот момент не занимался всякими расследованиями и другими вещами. Тебе паук честно сказал и открыто, что значит мало работаешь. Это их позиция, всех позиция. Это позиция не паука. Паук только транслировал позицию. А это их позиция по тем людям, которые занимаются какими-то расследованиями в их сторону. Ну, давай, раз мы уже закранули то, что закранули, давай послушаем, что ён сказаў, а я запрашаю людзей паглядзець гэты эфір. Ён у нейкім сэнсе был вельмі паказальным і, ну, ведаеце, ну, і для вас, магчыма, Андрэй откроется з зусім іншай стараны, з невядомай, і вы яго яшчэ больш полюбіце. А гэта Капшыць на ўсё то, што мы будуем. Ну, Андрэй, ну што ты? Я да ж не пра гэта будуем мы нічога, а ўжо успакойся, уже не можна чуць пра гэта. Не набудуеш ты нічога тут. У іншых юрысдыкцыях і дзяржавах. Все, што ты можаш адплаціць падаткі і працаваць, траціць сваё жыццё на працу і Ну, не, выжываць. гэта добрыя словы для тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў Уже не Беларусі. можна слухаць. Хопіць ныць, ідзі работаць, работай і забудь пра то, што... Андрэй, не-не-не, я працую. Ты за мяне это, О, не пераживай. мало працуеш, потому што ёсць лішні час на то, каб Андрэй, заниматься это. ну, у прынцыпе, ведаеце, падобна на рыторыку Лукашенка, ён тоже так казаў. Так а чаму ён займаецца гэтай хернёй? Пускай ідзе працуе. Ну так, вось. Так, ну Потому што, что паважаны, максимально сделать так, чтобы ты думал не о том, что происходит вокруг тебя, а был занят выживанием. И он транслировал это, по сути, весь свой эфир, чтобы ну, то есть, типа, все занимаются выживанием, и это нормально, и много-много тезисов, которые он там говорил, которые, в принципе, просто это тезисы офиса, которые, ну, прости, все это время транслируются так, чтобы сделать максимально некомфортно тем людям, которые задают вопрос. ну, гэта зразумела. Ну ладно, все ж таки давай будзем займацца падзеямі, таму што ну хто ён такі? Маленькі чалавек, а мы з табой тоже маленькія людзі, але мы прымаем удзел у вялікіх падзеях. Ну, хтосьці так, хтосьці інакш. Спаважанае гаспадарства, на гэтым тыдні вельмі моцна пушылі незалежныя медіа, паўсюль пушылі, як Лукашенко ездзіць па сетцы Макбай, раздае свае вельмі ценныя парады наведвальнікам гэтай установы. Вот. Макбай это, наверное, хто ў эміграцыі можа і не ведае, это былыя Макдональдсы. Вось. І усе гэтыя СМі пушылі і ніхто не сказаў, як Макдональдс ператварыўся у Макбай. Зараз я выведу на экран такую вельмі красамоўную карцінашку. Так, вот она. Видите, Лукашенко рассказал, чей это 22-й год. Вось. Незалежнае выданне «Зеркало», снежань, і тады Лукашенко, каментуючы сыход Макдональдса з Беларусі, сказаў: самі бачыце што, ушлі гаспадары да пабачэння. З гэтага моманта прадпрыемства нацыяналізавана. Што такое нацыяналізавана? Гэта аджата. І дадаў, што прадпрыемства гэта наша прадпрыемства. І сапраўды, цяпер гэта прадпрыемства чалавека з атачэння
Александра Рыгоровича. На той момант сетка «Макдональдс» у Беларусі працавала праз кампанію КСБ «Віктарі рэстараны». Уладальнікам сеткі з'яўляўся член сям'і Назарбаева, казахстанскі бізнесовец Кайрат Баранбаев. Зараз я вам пакажу гэтага цудоўнага, сімпатычнага чалавека. Вось ён. Але ён был з атачэння Назарбаева і пры Такаеве трапіў у молах рэпрэсіяў. Ну і яго прымусілі заплаціць нейкія грошы. Вось. І ў 22 годзе «Макдональдс» сышоў з Расіі і з Беларусі. Вот. Ну, а праблемы у менавіта гэтага бізнэсоўца пачаліся з гэтым сыходам. І гэтым скарысталіся, як заўсёды любяць делаць нашы чыноўнікі, з атачэння Лукашэнкі. Баранбаев ужо меў новую франшызу ад расійскай сеткі «Вкусно і точка» для працы ў Беларусі. Але Александр Рыгорович вырашыў інакш. Праз дзяржкаммаёмасць і суды яны выбілі ранейшага ўласніка франшызы са схемы і аджалі ягоны бізнес. Справа гэтая, дарэчы, разглядалася ў Вярхоўным судзе, прычым у закрытым рэжыме. І рашэння апублікована не было. У выніку праз некаторы час сетка фактычна змяніла структуру ўласнасці. З'явіўся новы брэнд «Макбай», а кантроль над сеткай атрымаў беларускі бізнесовец Алексей Саўчук праз кампанію «Quality Food». Алексей Саўчук таксама вельмі вядомы ў Беларусі бізнесовец, малочнік, партовец. Вось. І фармальна гэта выглядае нібыта як змена ўласніка, аб чым і расказалі нашы незалежныя СМІ. Вось. Но калі злучыць усе факты, сыход «Макдональдс», заяву Лукашэнкі, закрытыя суды і змену ўладальніка, гісторыя выглядае значна цікавей, чым проста эканамічная навіна. Дарэчы, Алексей Саўчук, ён не выпадковы чалавек у беларускім бізнесе. Яго можна аднясці да кола буйных прадпрымальнікаў, якія маюць блізкія сувязі ўлады, доступ да цела. Саўчук мае ўсе тыя ж самыя прыкметы, што Шакуцін, Машэнскі, Цяцерын. Ён звязаны з прэзідэнцкім спартыўным клубам, як многія бізнесоўцы, да? Вось. І ён з'яўляецца кіраўніком Беларускай федэрацыі панкратыёна. Там, дзе гадуюць амапаўцаў, там, дзе алімпійскія чэмпіёны, да, выходзілі на пратэсты і збівалі людзей. Пры гэтым цікава, што Саўчук пакуль не трапіў пад санкцыі захаду, хаця многія ягоныя сябрушкі ў санкцыйных спісах. Мала таго, ён з'яўляецца ганаровым консулам Латвіі ў Беларусі. Ну, як памятаеце, Машэнскі у Ісландыі. Вось. І атрымліваецца цікавая сітуацыя, што ў гэтую сетку прыязджаюць Лукашенка. Нездарма ж ён сказаў, што гэта іх прадпрыемства. Ну, а нашы СМІ робяць бешаную рэкламу новаму бізнесу. Ну, і навошта гэта рэклама? Ну, асабіста я думаю, што калі Лукашенка прыехаў у гэты фаст-фуд, то гэта нават не Саўчука. Я думаю, гэта яго, але я магу памыляцца. Сябры, што потом не было такога, што Пятрухін там пушыў, што гэта Лука. Я так не казаў. Я так проста думаю, да? Вось. І яшчэ ў гэтай гісторыі ёсць вельмі цікавы момант. Былы менеджер сеткі Вікторыя Данько захавала сваю долю ў новай структуры. І гэта значыць, што сістэма кіравання фактычна часткова засталася той жа, што была раней, але ўладальнік
змяніўся. Ну, вось такая навіна. Што ты пра гэта думаеш, паважаны сябра? Як ты да гэтага ставішся? Вообще, честно говоря, в день, когда все вот это вот произошло, когда Лукашенко пошел в этот Макбайт, называемый, да, то есть все наши независимые медиа дружно устроили информационный праздник вокруг новости, что Лукашенко сходил в этот Макдональдс и что-то там сказал по поводу переименования. Я вообще сначала подумал, что вообще происходит, почему ну, со всех сторон вот эта вот новость ползет по СМИ, да. И причем самое смешное, разгоняли это именно те медиа, которые обычно рассказывают, какие они независимые, какие они аналитические, какие они, ну, что они там не занимаются пропагандой. Но когда нужно сделать хайп на пустом месте, они все включили сразу в команде. Там один пишет, второй переписывает, третий делает там разборы, четвертый снимает видео, пятый уже объясняет, что типа ага, что там наши эти два пивных барона рассказывали о вкусе. Да, представляешь, о вкусе. Это как будто им уже из Беларуси, да, привезли попробовать. Вот. То есть, честно говоря, это очень смешно было, когда они начали это. Ну, как будто они рядом стояли, пробовали эти бургеры, либо еще что-то. И я понял, что это просто обычная реклама. Реклама, которая была куплена точно так же, когда рекламируют бизнес Мошенского, ну, Мошенского, ты видел. Это прекрасно. Количество рекламы, Ну, да? не, То я, есть, я или заўсёды я заўсёды звяртаю на гэта ўвагу, што менавіта вось такія навіны яны падаюць без падаплёкі. Ну, то бок падаюць проста як звычайную эканамічную навіну ў краіне, а не расказваюць паднаготную, што чаму так здараецца, што гэта ну по факту гэта проста аджым. У 21 стагоддзі у Беларусі, у еўрапейскай краіне такі вось чынам нацыяналізіруюць чужыя бізнесы. Я не кажу, што гэты Барабанов хороший чэл і што типа не первый, а? первый ли, первый ли бизнес, который отжал Лукашенко? Давай по-хорошему. Он несколько лет назад с Лавкали отжал, вот, и по всем фронтам молчания по этому поводу. И много-много бизнесов он отжимал так. Это уже не в первый раз. Просто вопрос в чем? В том, что я вообще расцениваю то, что произошло в медиа, вот этот вот бам, шухер, да, и так далее и тому подобное, что это была обычная заказанная реклама, потому что они там рассказывают о каких-то там сигналах. Вопрос, какие, блин, сигналы? Он в фастфуд сходил, все. Ну, то есть, вот то, что ты рассказал по поводу того, что бизнес сейчас связан с режимом Лукашенко, то есть с семьей Лукашенко, по сути, да, то есть с кошельками Лукашенко. Это более важно. Но почему я такое, вот я завершу все-таки свой спич, не увидел в наших масс-медиа и не увижу никогда. Потому что у них не было задачи этого. У них была задача именно прорекламировать, что они и сделали. Ну да, ну вось гэта как бы і дзіўна, таму што ніхто на гэта як бы так не звяртае ўвагу. І паколькі это ёсць такой вялікай сістэмнай хвалі, да, то у людзей складваецца ўражанне, што ну типа ну все нормально, то бок ну хаця по факту гэта просто нармалізуецца рэжым, супраць якога мы нібыта вальчым. Незразумела, крыўдна, ну мы гэта адмецілі. Паважанае гаспадарства, дзякуй, што вы сёння з намі. У версіях гарыць лайки 100, типа наша мэта сёння дасягнуць 100 лайкаў. Я хочу падзякаваць вам за данаты, за вашу падтрымку. Вось і думаю, што ў прынцыпе можна зараз прыпыніцца крышку і пачытаць каментары. Як ты думаеш, Віталь? Так, пытаннішкаў Ну, пока няма, наверное, вечар тут добры, звук дубліруецца, гук добры, окей. На заднем плане гук, все, мы все убрали, здравствуйте. Так, а чаму не тыдзень
Канстытуцыі, як у северынца. Кстати, северынец таксама сёння был на эфіры у Александра Кабанова, і там Жыгар яшчэ быў, просто я вось заглядзеў. Да мяне просто ён чамусьці не пайшоў, хаця яго запрашаў. Вы пыталіся пра Паўла. Павел и Северынца тоже запрашаў. Павел Спірын, я ему написал, и он пакуль что мне не отказал. Лебедька после дебатов под трансляцией на Еврорадио лично прибежал в комментарии и начал как гопник с людей оскорблять. Кстати, ну наконт паважанага спадара Анатолия я скажу сам. Бачыў не только ў дачыненні да мяне, да мяне так как бы ладно, мы с ним знаёмцы. И он ображая людей, он грубо выказывается, ну, без ображальных слов, но довольно грубо. Вот. И самое главное у него, а что ты сделал? А ты что-нибудь предложи. Ну, вот такое, да? Типа, я буду Конституцию писать, а ты что-нибудь предложи. Не, мы ничего не должны предлагать. Так, не, ну, одним зубы за 100, за 10 тысяч, вторые в машине умирают. Не, в принципе, тут же как бы дело не то, что в зубах, тут дело в том, что системы няма. Вось у чым справа, системы няма. І я скажу, што сябры, мы, калі пройдзе там колькі год, мы узнаем вельмі много цікавых гісторый пра Байхел, пра Байсол. Просто зараз людзі не хочуць сказаць, я іх словы пераказваць не буду, сістэмы нет. А калі няма сістэмы, ну как ты? Сістэма павінна быць ва Не, ўсёй. Гэта... можно А? я подниму чуть-чуть другую тему? Можно я Да, чуть-чуть давай. другую тему? Да, конечно. Вообще ты обратил внимание, какая у нас информационная повестка в последние годы? У нас же в медиа можно все что угодно найти про Лукашенко. Ну, во сколько он проснулся, куда поехал, что сказал, что съел, где выступил, с кем встретился, как посмотрел, как улыбнулся и так далее и тому подобное. Такое ощущение, что половина редакции работает не как политические журналисты, а как хроника придворной жизни. Осталось только начать публиковать расписание, во сколько он в туалет сходил и с каким выражением лица оттуда вышел. Но при этом всем есть интересный момент. Про Лукашенко новостей море, про режим новостей море, про его заявление новостей еще больше, да, про его поездки, совещания и так далее и тому подобное. Да, вот про Макдональдс тоже вот, ну, в начале эфира тоже там было, да, мы с тобой обсудили это. А вот про то, как свергать его, ничего. Ну, совершенно ничего. Ни стратегии, ни плана, ни анализа элит, ни разговоров про какое-то силовое свержение, ни разговоров про давление, ни разговоров про реальные механизмы смены власти не происходит. У нас в медиа об этом тишина. И это самое показательное, потому что создается ощущение, что вся медийка живет в режиме бесконечного сериала про Лукашенко. Каждый раз, ну, типа Санта-Барбара, да? Новая серия, новое заявление, новая серия, новый визит, новая серия, новый комментарий, новая серия, новый бургер, который он сожрал. Это не политика. Я назову это больше наблюдение за террариумом. Мы не обсуждаем, как его убрать, мы обсуждаем, что он сказал. Мы не обсуждаем, как сломать систему, мы обсуждаем, куда он поехал. Мы не обсуждаем, как менять власть, мы обсуждаем, что он переименовал и как он переименовал. И в итоге получается странная ситуация. Режим в этот момент стоит, вертикаль стоит, силовой блок стоит, система стоит. А медиа заняты тем, что следят за каждым его шагом, пуком, и как будто это какое-то реалити-шоу. И потом еще удивляются, почему ничего не меняется. Оно и не будет меняться. Потому что если вся повестка – это обсуждение Лукашенко, а не обсуждение того, как его убрать, то результат будет ровно такой, какой мы видим. Много новостей, много шума, много комментариев и ноль движений. Вот реальность. Ну, окей, хорошо. Ну, учора добра сказал Усов у меня в эфире. Он сказал, что ніякай мэты перамагаць не было. То бок чакалі, што як пераможам, што Лукашенко сам прыйдзе, убачыць, што столькі народу шмат і сам аддасць уладу. Но такога не здарылася. І да, на 6-м году зараз відавочна, што такой мэты нет. Вось. І ты сам добра ведаеш, і гэта пацвердзіў Андрэй Павук, што
Трэба займацца сваімі дзеламі, што ты хочаш, ідзі работай, то бок, Вот ён, напрыклад, пример пайшоў. Цукерберг, он написал, да, почему народный репортер не обсуждает, как свергать Лукашенко. Он не медиа. Я вам говорил по поводу медиа, ребят. Вы опять начинаете путать, и я вам еще раз говорю, не путайте блогеров и медиа. Мы сейчас говорим Белсаты, Еврорадио, там наши Нивы и все остальное, все, что себя считает медиа. Вот когда вы дадите деньги Сергею Петрухину для того, чтобы он сделал свое медиа, тогда вы будете задавать вопрос по поводу того, почему он не обсуждает там то, что вы хотите, либо вы не хотите. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что здесь декларируемые СМИ, которые говорят о том, что они борются с режимом Лукашенко. Такой борьбы я не вижу. У Петрухина, кстати, больше борьбы с режимом Лукашенко, чем у этих медиа всех вместе взятых. Потому что они разговаривают только про то, как Лукашенко покакал и во сколько вышел из туалета. Но они не разговаривают о том, как его свергнуть, как изменить ситуацию, которая может привести к определенным вещам. И так вот, для того, чтобы чтобы изменилась ситуация, необходимо в том числе и расследовать, в какую сторону уходят ресурсы, которые могут пойти на свержение Лукашенко. И этим занимается Сергей Петрухин, этим занимаюсь я. И те люди, которых ненавидят скажем так, наших демократических. И вот сейчас Сергей начал разговаривать об этом. Я еще раз хочу напомнить. Задача их сделать так, чтобы поддержки ни у моего канала, ни у Сергея Петрухина не было. Поэтому они даже готовы иногда делать платные какие-то там закиды, как сегодня было. Сергей, ты, наверное, не заметил, но было уже. Там типа гони его из эфира и так далее. Только для одного, чтобы меньше ходило и так далее и тому подобное. Сергей вам может сам рассказать, что в свое время, когда, и это могут многие рассказать, да, и те, кто у меня выступал, по поводу того, что, извините, по поводу того, что в свое время, скажем так, когда кто-то приходит в эфир, на него потом начинают наезжать, чтобы он не ходил. Человека угрожают, чтобы что он лишится поддержки, он лишится грантов, он лишится, то есть вылетит со страны и много-много чего еще. И эти угрозы идут постоянно тем людям, которые готовы рассказывать правду. И из-за этого мы построили вторую лукашенковскую власть. В Беларуси две беды: Лукашенко и штабы. Да. Дзякуй вялікі, Астейн, за донат. Франек Левандовскі, хороший псевдонім, дзякуй за донат. Васіліна, дзякуй за донат вялікі. Так, ставім падабайкі, шырым эфірам, прахадзінцы, памагатары тых, хто агучвае праўду, заносяць у чорныя спісы. Учора, у прынцыпе, да, агучыў Андрэй, сказаў, што я магу пацярпець за то, што праўду шукаю. Ён чётка сказал, што ты лезеш, это іх ініцыятывы, это не про нас, не про маленьких типа людей. И, конечно, да, такая повестка, и, ніякай барацьбы даўным-давно няма, и что рабіць, реально неведомо. И как Юкин Цукерберг говорит, что типа я на своем канале не размаўляю, як змагацца так я, если шчыра, так я и не могу сказать, так я и не знаю. Для мяне как бы змаганне заключается ў тым, чтоб, напрыклад, распавядаць пра людзей, падымаць пытанне, показывать, что так рабіць нельга. Или наоборот, покажите, как рабіць, справаздачьтесь, поважайте людей, клопотитесь о них, а не то, что вы берете под их и все, и это все разыходится. Такое, а как, вот я, напрыклад, інакш не бачу ніякай барацьбы. Вот как, что я могу там придумать? Это вось у них павінна быць. Яны, типа, кіраўнікі, яны взяли на себе адказнасць, яны павінны гэта рабіць. І ім самім гэта ўжо даўным-даўно не патрэбна. Алистейн, еще 10 ЦНФ, дзякуй за донат. Так. Хочу тебе зачитать свой вопрос. Я, щиро кажучи, не разумею, пишет Харли Дэвидсон.
по поводу ненависти Петрухіна на Мошинскага. Ці так багата грошай можна зарабіць на рыбе, не памятаю рыбных баронов. Так вот, ему ответили: Дэвидсон, ты слабо изучил деятельность Мошенского. Так вот, я хочу Дэвидсону сказать. Дэвидсон, дело в том, что Мошенский рыбу продает чуть ли не по всему миру, и даже в Соединенных Штатах. Начнем с этого. И вот это один из самых, можно сказать, буйных кошельков Лукашенко. И в действительности вы, ну, читайте, очень много найдете. И одна из самых больших проблем, которые поднимались, это в том, что он связан через другие фирмы с трудом, бесплатным рабочим трудом, в том числе политических заключенных на фирму. То есть Лукашенко садит и заставляет бесплатно людей работать, ну, Ну, не на на ферме, вот, а в вот этих Колгасе, в Беловежском там это Колгате. было, и еще в Березовском районе там, да. Вот, естественно, это называется рабство. И вот, по сути, человек связан с рабством. И, честно говоря, то есть я не понимаю вашу вот эту вот попытки обеления Мошенского, потому что, ну, вы просто, наверное, с этим не столкнулись, никто не столкнулся в вашей семье, и я, честно говоря, очень рад тому, что вы с этим не столкнулись, но тем не менее, вы посмотрите, завтра кто-нибудь из ваших родственников может попасть на вот это вот колгасп, который будет на Мушинского работать бесплатно. Как вы думаете? Им это Наш очень сильно чалавек, можа, понравится? проста не ведаў, і ўсё. Пра яго ёсць шмат Нет, расследаванняў, і я ён там пример, я примером просто і сказал. ён шмат, і у меня няма да яго ненавісці. У меня няма да яго ненавісці. Я больш скажу, што я яго і асабіста ведаю, там і раней з ним здароўкаўся і працаваў на адкрыццёх там. Я ж раньше быў вядучым, так я да яго як да чалавека, ну, вось так, а што? Ну, то, што ён кошелек А ты тогда Лукашенко, то, знал что... о работорговле? Да? О рабстве? А ты тогда знал о рабстве? Тогда не знал. А Ну, сейчас, тогда, когда может, и узнал, рабства не что было. Так нет, тогда так я тогда вообще был, свел свадьбы. Я там вообще думал, что менты красопеты и Мошенский порядочный человек. Ось. Так что и жонку я знаю его. Ну, это Брест, невеликий город. Вось. Так что у меня нема до его ненависти. Вот пишет мне: ужас я батьки, когда на батл пригласишь. Калі ласка, ёсць мой в это описании Чудинович. телега моя, калі ласка, пишите мне, зробім эфир, поговорим, батл, не батл. У меня, дарэчы, во второк у меня будет Это человек, Чудинович. который сам захотел, значыць, у эфир. Кажу, калі ласка, прыходзь, ідзе ў координацыйную раду. Во второк мы зладзім з ім эфир. Я любого человека, кто хоча, кому есть что распавесці, калі ласка, заходзьце ў эфир. Асабліва мне будзе цікава, калі прыйдзе ну, как бы прихильник нашего режима, да, который за мяжой находится, и поговорить, как привели прыклады. А то все кажуць, что столькі дасягненняў, а як учора стала, так Андрей только одно сказал, что Светлана там ездит там по разным странам, про вынікі. Так что запрашаю ўсіх, хто жадае. Написан мой телега моя. Учитесь, все спишемся, сделаем эфир без проблем. Это Юрий Чудинович, ужас ебатьки. Это первое. Второе, это напомни, в каком эфире человек, который работал на этот колгас, рассказывал у тебя, вот человек спрашивает Харли Дэвидсон, что Значит, Харлі Дэвідсон, зараз я вам нават і скажу, гэта ёсць заходите на канал, на Народный репортер. Если вам будет лениво или влом, главное, чтобы я не забыл, то я вам просто тупо скину ссылки в это описание. Вот, там есть 2 фильма, потом есть один фильм, посвященный Мошенскому, такой глобальный, там про его снимал его фанат Кнырович, вось, провел там вельмі, ну, такой абеляющий фильм, что ён бізнесовец, что ён такі-сякі.
месца прадастаўляюць працоўныя, вось там факты пакаверкаў, і я вырашыў са сваім сябрам патраціць час і проста сказаць уже не чапаць больш гэтага Кныровіча. Вось глядзіце, які гэта аналітык. Вось і тоже вельмі чёткі фільм. Ну, мне падабаецца, таму што была вялікая праца праведзена па фактам, і там яго распялі, короче, Кныровича и Машенского показали, как бы все собрали в одно. Короче, далековато оно, далековато. Я вот сейчас смотрю, там Машенский Машенский крестный отец оппозиции. Памятаете, як за его заступалися координаційна рада? Ну ось зараз что-то я ось шукаю. Карацей, Иван, я пасля эфира, калі мы расстанемся, я сюды накидаю посылок, и там будуць яны, і пра Машэнскага паглядзіце. Мартынова, еще много кто. То есть вообще, в принципе, они защищали Машанского грудью. Лойко, кто там еще был, Равдо. Ну, там много, там целая коалиция. Вот, в этом плане. Но все равно он попал в списки этих, санкционные списки. Вот. Вообще, честно говоря, я все больше прихожу к мысли того, что наша главная проблема в том, что, ну, поддержки нашей псевдооппозиции с беззубой, да, она заключается в том, что Европа не готова к резким каким-то переменам. Она боится неизвестности больше, чем самого режима. И в этом-то вся и фишка, что даже понаблюдав издалека, спецслужбы всегда наблюдают издалека, там всякие ДГБ, АБВ и так далее и тому подобное, это польские, литовские, за риторикой офиса Светланы Тихановской, который до 2022 года рассказывал о негеополитичности протеста, о том, что наш, ну, то есть, как там, Тихановская о мудрости одного диктатора кричала и так далее и тому подобное. То есть они, а потом в 2022 году, когда они сменили свои тапки в полете, они понимают прекрасно, что после завершения войны в Украине все могут вернуться опять на пророссийские рельсы. Поэтому для Европы, вот, когда они вообще смотрят на все вот это, они смотрят на это все с неизвестностью. И никто им до сих пор не дал уверенности того, что после свержения Лукашенко будет европейский курс. Они видели прекрасно риторику офиса Светланы Тихановской с 2020 по 2022 год. И они понимают прекрасно, что эта риторика может вернуться. А учитывая, что сегодня вышло интервью Виктора Бабарика на нашей Ниве, Наша да, Нива. Правдо, вот, да, где он опять начал намекать про то, что по Беларуси для независимых выборов, вы слушаетесь просто внимательно, для независимых выборов надо говорить, по сути, с Россией. Я, честно говоря, вот, сделал фейспалм, и как я говорил, что когда Бабарику выпустят, то будет опять проталкивание российской риторики. Так оно и получилось. И нельзя забывать еще одного самого главного момента, который я хочу вам всем напомнить. В свое время вы все кричали, ну, вы все, это неправильно будет сказать, те люди, которые за офис Светланы Тихановской кричали, что а что может Света сделать, у нее муж у заложника. Да? Вот. Даже когда вышел муж, ничего совершенно не изменилось. Имеется в виду в ее риторике. Так вот, сейчас эти же люди начинают кричать по поводу того, что у Бабарика сын заложник. Вот я вам могу сказать только одну вещь. Он ничего не будет говорить, что может навредить режиму Лукашенко, пока сын не выйдет. Это 100%. Как бы вы это хотели или не хотели, но факт остается фактом, в том, что это в любом случае предательство белоруса. Хотите вы этого или нет? Если хотите себе третьего человека построить, будет уже в Беларуси 3 беды.
Лукашенко, штабы и Виктор Бабарик. Э, Поэтому готовьтесь, ребят. Паважаныя сябры, учора у эфіры Павел Усов вельмі мне спадабалася, як ён распавёў пра бабарыку. Усё как бы я не ведаю, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але ўсё лагічна, ўсё прааналізавана і ну на мой погляд вельмі трапна. Гляньце учорашні эфір, вельмі інфарматыўны, я вельмі как бы задаволены, што вось Павел прыйшоў, то што ён многа казаў, ён вельмі шмат сказаў трапных рэчаў, таму я запрашаю вас паслухаць учорашні эфір. Бярёзавы рай, дзякуй за данат. Так, Ікея, калі не памыляюся, купляла вырабы якія. Да, Ікея купляла вырабы, деревяшку. Зараз не знаю, купляе или нет. Ну, так что так, это же нічога в этом добрага няма. І там же нейкія былі захады супраць яе прадпрынятыя. Людзі, я ведаю, што многія перасталі купляць там праз гэта ж. Яны выкарыстоўваюць рабскі труд. Потому что а права чалавека. Хаця, ведаеце, я вам скажу шчыра наконт гэтага, што двайныя стандарты для Европы вельмі присущи, скажем так, да? Вось. А то яны кажуць адно, а как трэба что-то, а снарадаў няма, а ракет няма украінцам. І ў іншых как бы пласкасцях тое самае. Вось. А казаць как бы это одно. І стандарты двойные іх прысутнічаюць, типа права чалавека і галоўнае бабкі. Вось што я зразумеў. Галоўнае бабкі. Любым шляхам зарабляць грошы. Вось. Ну і красиво казаць. Ну, либо апраўдваць гэта, либо увогуле захаваць. Так, про колгасы я Да, сказал. Машинский представляет рабочие места Кныровичу. Так, да. Не оправдывает деятельность Икеи и Кныровича. После завершения войны Европа может вернуться на пророссийские рельсы. Да, может. Сябры, на и конт... А? по Икее делали расследование ОШС, я тоже по Икее делал свои видео. Дело в том, что у нас же вообще так получается, офис Светланы Тихановской 2,5 года находился в той фирме, которая делала мебель для Икеа. И напрямую этот человек был... Ну, короче, там вообще, там жесть в этом плане. То есть у нас, да, мебель тоже заключенные делают на зоне. Поэтому вопрос в том, что все эти темы, они запретны для наших псевдосми. Это мы с тобой можем об этом говорить, а там ты об этом не услышишь. Вот. Я тебе даже больше скажу. Дело в том, что твой дружбан из чата реформанта, вот, он же в свое время расследователь, ты понял, о ком я, да? Ну, да. Вот, он же в свое время отделился от других расследователей только потому, что те расследователи начали задавать незвучные вопросы, понимаешь, сбежал. Вот. И один из этих вопросов как раз был связан вот в ту сторону, то есть в сторону рабства. Вот. Поэтому я тебе скажу, это вообще это очень интересная вещь, которая пытаются всеми правдами или неправдами замолчать. Потому что когда ты начинаешь копать, то ты понимаешь, что вот эти вот бизнесовцы, да, они находятся в Европе и сидят в Европе, вот, которые выгодополучатели. И для того, чтобы они хорошо сидели в Европе, они, соответственно, видимо, куда-то что-то заносят. Видимо, я это не утверждаю. Но, тем не менее, мы точно знаем о том, что один из таких бизнесовцев получил в Литве ВНЖ через Стрижака. Да, это Апсид. Вот. Кстати, про него тоже я делал фильм. И вообще, ну, просто, да, тут как бы система, короче, что значит, когда все закрушено на лаве, и калі чалавека няма.
І вось сегодня, дарэчы, я вам скажу, што я сёння слухал гэтае інтэрв'ю з бабарыкай, да, Віктарам, М. і даслухаў не да канца, але там у яго былі такія словы пра баню на берагу возера, пра то, што ў яго там дом, праца, і то, што ён уже напярэдадні выбараў баяўся гэта пацяраць. Вось. А Насця Роўна, она так прикольна гэта абыграла, ну, не ў ягоны бок. Яна сказала: "Да, тут люди типа из-за квартиры, типа, ну, в таком плане расстраиваются, а вы столько всего у вас было". Ну, короче, тупанула крышку. Вось. І я шчыра скажу, я вось так падумаў вось пасля ўчарашняга эфіра з Паўлам Вусавым, што, ну, навошта было яму гэта рабіць? Потерять все, он что, не знал, Дело кто в том, такой? что есть где-то видео, извини, Сергей, за перебивание, есть где-то видео, где он честно говорит, это видео 2020 года, что типа если бы меня не попросили, я бы не пошел. То есть, а кто бы мог попросить, мы сами все понимаем. А тут он Учитывая, что сказал, что сейчас у он сам него вырашыў. Ладно, добра, сябры, есть видео. мы уже у эфіры даволі вялікі час. Дзякуй вам за актыўнасць. 46 лайкаў, да соткі не хватае 54. Можа, хто забыў, то, калі ласка, пастаўце. Ось, зараз я закину такую смешную новостюху. Закликаю всех придумать ей назву. Вось яна, глядзіце. Значит, новость на нашай ніве. Значит, Светлана Ціхановская сустрэла музыканта групы Би-2 недзе ў цягніку. Ось. І, ну, повестка рэвалюцыйных СМі. Вось. І таму, ведаеце, калі параўноўваць іх с Азаронкам, з Турам, з прапагандай Лукашэнкі, тыя працуюць, тыя на вайне, ім плацяць грошы, і они за гэтыя грошы рвуць. Понимаете? А гэтыя вось перапечатваюць іх белту гэтую, і вось такія робяць навіны. Можа, будуць там потым там, што ну што гэта такое? Непонятно. Так, давай почитаем яшчэ пытаннішкі, какие там до нас ёсць, почитаем каментары. Так, наўрад ці рэжым пахіснецца, калі Машэнскі спыніць сваю дзейнасць. Шыш будзе быў гігант і гаманец, але рэжым яго пусціў пад адкос і не паморшыўся. Ну, тут же как бы не толькі ў гэтым справа. Рэжым у яго ўсё отажме, і ўсё. Просто ён, ну, как ён в пастке атрымоўваецца. Ну, трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Рэжым трымаецца на кашельках і на Лумашэнскім у тым ліку. Ну і не, і на Расіі таксама, безумоўна. Лосік сидел. Сергей, извини, перебью. Смотри, на ОШС там много аналитических статей написано по этому поводу. И если вы обратите внимание, то за последних 2 года Лукашенко практически не получил помощи от России в плане финансовой, из-за чего у него начинаются сейчас психозы. Вы думаете, почему он ездит по городам и весям, колхозам и всему остальному? Потому что как только у Лукашенко становится все плохо, он начинает сразу же ездить и показывать, что он якобы с этим борется, и скидывать всю ответственность на вот этих вот начальников колхозов и так далее и тому подобное. Естественно, Лука сейчас ездит в панике, потому что на данный момент договоренности США, которую он пообещал выполнить, он не может. Дальше, вот это, как и у России, денег не дает, а Европа от него дистанцировалась, и он из-за этого вынужден был пустить часть политических заключенных, которые сейчас бегают и пытаются наладить диалог с режимом. Так вот, ситуация в чем? В том, что 2 года практически Лукашенко проседает по баблишку, которую он раньше получал в России, потому что Россия не может его поддержать из-за войны. Из-за войны она очень сильно в минусах.
Те, кто сейчас будет там пытаться хихикать, я вам сразу же контраргументом объясняю. Режим Асада Россия поддержала, а Мадуро тоже поддержала. Вот вы видите прекрасно, что у России не нашлось денег ни на режим Асада, ни на режим Мадуро, и на режим Лукашенко тоже у них сейчас денег нет. И ситуация в мире, которая происходит, то есть где Китай ту же самую нефть покупает чуть ли не по себестоимости вместе с Индией в России, да, там продается, грубо говоря, такое же количество нефти, но по цене, которая еле-еле перебивает цену добычи. Вот. И поэтому, ребят, вот самый главный вопрос в том, что если бы сейчас, на данный момент, у нас в Беларуси была бы готова революционная ситуация, и наше, скажем так, подполье было бы мощное, да, то в этот момент и стоило бы свергать режим Лукашенко. Потому что самой большой помощью и для Украины, и, в принципе, и для Европы, и для всего остального было бы свержение режима Лукашенко. Но так как наши псевдооппозиционеры, вот по примеру Паука, я вам могу сказать, он вам честно сказал по поводу того, что они занимаются заработком денег, им все равно на Беларусь. Вот, если бы сейчас, на данный момент, что-то произошло, то Россия не смогла бы точно так же вмешаться, потому что убрать войска с украинской линии соприкосновения, значит, что украинцы сразу же начнут отбивать свои законные территории обратно. И вот в этом весь парадокс сложившейся ситуации. Слушай, тут пытанне, что-нибудь известно о Мельниковой? Нашли ее? Ну, походу, нет. А, Скажем так, официально ее не нашли. Я знаю, что люди там кое-какие обращались, в том числе и с видеозаписями, но там даже одну из видеозаписей это была передавали Леончику, который собирал на это деньги, что типа за любую информацию Ну-ну-ну. по Мельникову. Леончик, конечно же, эти деньги зашкерил, и они эту информацию потом придержали. Сейчас, на данный момент, Латушка рассказывает по поводу того, что якобы в Польше Мельникову признали официарой, да, ну, то есть, но документов, конечно же, он никаких не показал и доказательств никаких не предоставил по этому поводу. И мы знаем прекрасно, что Павел Павлович Латушка – это такой человек, который, если бы документ был на руках, он бы с ним бегал и тыкал в каждую морду, простите. Вот, естественно, ну, это пушится в новостях, но тем не менее бездоказательно, безосновательно такое заявление. Потому что такое заявление не может быть априори фактически. Потому что этот человек минимум, ну, грубо говоря, пошел на сотрудничество, что 100% известно, так как она начала с этим КГБшником там, встречаться, ездила с ним на встречи. Не хочется ругаться матом на психушке, понимаете? Вот, но тем не менее. То есть то, что Павел Павлович пытается сейчас обелить свое имя, потому что он в очередной раз попал, у него минимум в окружении 2 человека, которые вместе с ним работали, оказались пропавшими без вести, да, то есть а, это очень интересно. То есть один человек, который пропал без вести, это Мельников, а второй Котов, который работал долгое время в НАУ. Потом они с Павлом Павловичем поругались, и что самое интересное, что Котов подал на него в суд. В Польше он выиграл у него суд, и там уже суд последней инстанции был, и когда больше всего было выгодно Павлу Павловичу, а то, что Котов куда-то исчез. И я боюсь, что Котов, скорее всего, вот в этой ситуации, я думаю, что Мельникова находится в Беларуси, а Котов, скорее всего, его устранили. Это мое мнение. Поэтому. Потому что Слушай, если о Мельниковой откуда-то там что-то там доносится, то о Котове совершенное молчание. слушай, вот еще вопрос. Я не ведаю, як я могу только предположительно ответить. Тут спрашивает Березовый рай.
про Лосика. Был ли он на грантах до 2020 года? Не все были на грантах до 2020 года. Добры, я вось Ничего, за... ничего не поменялось. Подожди, извини, это. Ничего не поменялось, ребят. Дело в том, что они на вот этом вот, как его, восточном партнерстве на грантах сидели, тот же самый Лебедько и так далее и тому подобное, годами. Тот же самый этот Мацкевич. Десятилетиями, годами. Да, ну да, извини, десятилетиями. Вот. И вы думаете, что они не были до этого на грантах, они точно так же пилили, просто после 2020 года появились те люди, типа, ну, типа меня и, и другие каналы, которые начали задавать вопросы, а что это вообще происходит и почему так. До этого они в действительности сидели по 20 лет на этих грантах. Поэтому, да, они все были на грантах. Я вось по свайму перакананню, да, вот то, што я зараз бачу, і ўчарашні выпадак, да, гэта пацвердзіў, да, што уся гэтая сістэма, яна антыбеларуская, антынацыянальная. Гэтыя гранты яны ні да чога нармальнага прывесці не могуць. Яны прыводзяць толькі для таго, каб людзі іх атрымоўвалі і на гэтым за гэта жылі. І я вось вам скажу, што я Лосіка, ён вельмі пацярпеў, да, но у яго Франек там, кум там ці хто, яны з радыё свабоды, яны все, я не кажу, што праз тое, што яны журналісты, яны павінны былі пацярпець, але яны ўсе былі на грантах. Вось, і яны проста, як і я, напрыклад, таксама, недаацэнілі сітуацыю з Лукашенка. Они думалі, што прысядуць у турму на гадочак, да, а атрымалася шмат. Толькі што разніца паміж мной і імі, я не быў на грантах. Вось. І таму, магчыма, мне далі 3, а не 15. Потому што яны ж таксама, альбо ў них есть доказы. Я не кажу, што не падумайце, што я кажу, што калі знайшлі там нейкія грошы, там 10 тысяч ці 15 у хаце, да, то што за это, ну, нужно садзіць. Не. В коім разе. Гэта ўсё роўна незаконна. Но гэта являецца як бы триггером. Яны калі знаходзілі грошы, я так думаю, яны за гэта і давалі тэрміны. А тут просто вельмі мала месца стала. Ну, бачыце, мне зубы не ўстаўляюць, таму яшчэ нешта. А сколькім людзям вообще далі только $300, и они с рюкзачками сюда приехали. И, конечно, будут пытанні. А яны ж хацелі працаваць на гэтай свабодзе, рабіць свае рэпартажыкі. Ну, не хочу умаляць іх працу. Честных корреспондентов уже давно покидывали отовсюду. Я хочу ответить на 2 вопроса здесь людей. Оксана Якушек, она спрашивает, может, Виталий знает, как узнать, чем владеет наша псевдодем-СМИ? Да, я знаю, но у меня нет на это ресурсов. И это ресурсов надо очень много на это. Вот, поэтому я и пытаюсь сейчас открыть свой шиномонтаж, чтобы содержать канал самому, естественно, свои расследования самому содержать. Вот поэтому это большое количество ресурсов. Я когда занимался расследованиями по полной программе, вот когда у меня такой бум был 2020-2024 год, да, у меня же каждую неделю какое-то расследование выходило. Я вам честно скажу, у меня в месяц улетало, ну, блин, $1500-2000 только на какие-то программы, базы и всякую другую ерунду. Вот, естественно, если надо что-то доставать, это достается очень, Ну, можно слухай, сказать, а ты не ведаешь, Виталь, ты ведаешь про какую-нибудь недвигу наших вот здесь, за межой? Конечно, ведаю. Я за это, как я могу, того же самого Леончика, даже адреса сейчас Леончик, заблокировать. понятно, про Леончика все ведают, а кто еще? Назаров. Ну, не важно. То, что я Ну, знаю, это я знаю. так люди Оно ж рано или пытаются. поздно выйдет. Оно рано или поздно выйдет, но потом. Это можно делать через определенные вещи. То есть они... Короче, это делается. Но вопрос только в ресурсах. Нет ресурса, и это сделать практически невозможно. Есть ресурс, у тебя везде открытые двери. Вот. Для того, чтобы такого уровня расследованиями заниматься, это 1500 в месяц надо вкладывать просто в эти расследования.
И следующий вопрос, это от Алекса. Он здесь. А есть истории публичные, когда грант одобрили, а потом, например, его отозвали? Да, есть, конечно, такие истории, в том числе история у самого Леончика, который попал с клиникой, где делали зубы Panamedical, вот, где оформляли грант там, на 7 тысяч, а делали зубы на 1000, и потом, ну, то есть человек расписывался за все остальное. Кстати, эти расследования тоже есть, и с официальными даже документами есть, и так далее, и тому подобное. И я знаю даже людей, которые через это прошли. Ты в начале эфира Сергей спрашивал по этому поводу, я тебе минимум одного человека могу дать, который зубами одобрили одну сумму, сделали на другую сумму и так далее. У меня таких минимум даже 2 человека. Вот. Так что здесь вопрос именно в том, что фирма, которая этим в Польше занимается, от Леончика, называется Panamedic. Ну да, я чув такие истории, ну, как бы С доказухи нема документами. и Все нема. не, с документами, Сереж, с документами. С доказухой. Со Не, всем. я кажу, Причем с официальными документами. у мяне нема дакументаў. У мяне там, што мне там скардзіліся, У там. меня есть и документы, и аудиозаписи того, как с директором разговаривали, который пытался избавиться от людей. Это ў Вопросы расследаванні ў задавали. цябе ёсць? У и вы не расследаванні? пишете. У расследаванні ёсць? Ну, я не помню, я в расследовании их добавлял или нет, но у меня в личном оно точно есть. Так, ну што, паважаныя сябры, 57 лайкаў, не хапае яшчэ 43, но час нашай праграмы імкліва нясецца наперад. Мы должны поддерживать, да. Спасибо, спасибо, вас ценят умные белорусы. Вот это вот, ну, на прощание хорошие слова. Дякую вялікі. Так, ну я просто хотел перед нашим развітанням зрабіць удар, как обещал Сергей Тихановский, удар по системе Лукашенко. Даль, вырубай микрофон, зараз я вам кое-что тут покажу. Живе Беларусь! То. Сябры, карацей. Вось такі у меня удар по лукашизму. 3 килограмма мяса, килограмм сосисок, 2 пачки кавы. Это хорошая кава. Не скажу, что она там наилепшая, но это хорошая. Чипсы, лук. Вось, 49 рублей на белорусские гроши. 3 килограмма свинины, там шея, ці что. Вось. Ну, просто, ведаеце, так подумал. Тут кажуць, што у Польшы есці няма чаго. Вось, а тут все как бы ўсё нормально. У Польшы вельмі танныя прадукты ў параўнанні, напрыклад, з той же Літвой. Я в Германии давно не был. Вось. Ну что, Віталь, давай тады будем развітвацца с нашими паважанымі гледачамі. Дзякуй, что вы сегодня былі с нами, слухали нас, бавілі час. Дзякуй вам за донаты. Дякую вам за лайки, за вашу активность. Лайков можно яшчэ парочку поставить, хотя бы 3. Ну, Что я хочу сказать вам, ребят. Первое, то, что вам необходимо понять, что необходимо готовиться к смене режима. Смена режима неотвратимо произойдет, даже в случае того, что если Лукашенко умрет своей смертью, там сердце встанет, либо еще что-то. Но самое главное проблема в том, что к этому моменту надо быть готовым. И вот если вы не будете к этому моменту готовы, то к власти придут пророссийские черти, которые уничтожат Беларусь. И для того, чтобы это не произошло, каждый из вас должен разговаривать с другими людьми и показывать
и рассказывать всю ситуацию, которая происходит, для того, чтобы в будущем не появилось тех людей, которые сольют протест, и власть перейдет в руки народа. Живет Беларусь, слава Украине. Всем пока. Вместе мы победим. Сергей, До закінчуй. побачення. Дякую. Ну, поважане господарство, я на розвітанне скажу вам колькі слоў. Сёння кажу, гэтая неделя была такая вельмі цікавая. Ну, на канале мне вельмі спадабалася і учора, і позаўчора, і сёння. Вось. Заўтра на канале Народны рэпарцёр выйдзе фільм, такі ён, як вам сказаць, не пра палітыку, а пра тое, як я купіў пры дапамозе амерыканскіх сяброў аўтамабіль. Ось. І у які карыкакос попал, ну, збольшага не я, таму што ўсё ж такі плаціў не я, там людзі скінуліся. Ось, но купілі, карацей, хлам. І ведаеце, адно ўсцішае, што гісторыя скончылася мне венцай нармальна. Вось, но відэо атрымалася вельмі класным. Яно зараз ляжыць у закрытым доступе на канале Народны рэпарцёр, якое могуць паглядзець толькі спонсары. Вось, таму я вас заклікаю, што калі вам падабаецца, што я раблю, то подписывайтеся ў спонсары. Гэта на месяц каштуе $0,50. Вось, ну а калі маеце магчымасць, там спасылцы ёсць спасылка ў апісанні на мой Patreon. Ну і там можна паглядзець яго за $3. Меньше там нельзя поставіць ніяк. Вось я мінімальна паставіў. Ну, калі не, то гэта не абавязкова, бо заўтра утрам яно будзе ў адкрытым доступе. Паважанае гаспадарства, дзякуй вам за ўсё, за вашу увагу, таму што калі б не было вас, ну, каму б я паказваў.